Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей программы «Недели». Мы расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Новые перспективы сотрудничества и укрепления дружбы народов. Состоялась встреча президентов России и Узбекистана. Владимира Путина в ходе визита сопровождал и глава Чеченской Республики. Верующие из Чеченской Республики отправились в Мекку и Медину. Расходы на хадж первой группе паломников взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Чеченская республика готовится к Кавказскому инвестиционному форуму. Проверить ход подготовительных работ в регион прибыл заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Нам удастся, в общем-то, все провести на высоком уровне. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах. Дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. بالقلداق يوم يفر المرء من أخيه إذا خردوئي وش وشخ ودش دخردوئ الله كرس ناخ ديق أزبول ناخ وش إدش دخردوئي وأمه وأبيه ديخ نينخ ودش دخردوئي وصاحبته وبنيه شيخوسم نينخ شي ديوزولخ إدش دخردوئ الله كرس نيخ ديق أزبولش نيخي دوخ كوول دخردوئي إيمت دينا حق أدم محشر آرلاتش دولش ستيغلر دوغش دول دوغ سنة يبترش وعيك دويل دلشه إيرو أعتبر حقيقة شو إيرد كودهون ألشا يا ليتها كانت القاضية إيرد سو إتبتر حقيقة شو إيرد كودو داويس إيرد بوه داويس بوه كودو ديغان زامن دوحكو والردوئي يغان زامن شيك دال سديزك دالردوئي داويس إيرد سو يا ليتها كانت القاضية داويس خل دلر أتولر تاع دقة 6 دلار الخيتر دو إقيم مدق دوش أزولر تاع شيشادك شق دلار آخر خل مدلر يلس مني خل مايلر جوج غتي خل مايلر داويس أخت أحشق دلار إيرد سبو. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В Ахмат-Юрте прошли религиозные мероприятия в память о Зелимхане Кадырове, старшем брате главы Чеченской Республики. На этой неделе исполнилось 20 лет, как он покинул этот мир. В доме Рамзана Хаджи Кадырова богословы и мюриды прочитали мавлид и совершили зикр. Собравшиеся вспоминали жизнь Зелимхана Кадырова. Они отметили его богобоязненность, добропорядочность и искренность. Вместе с первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым, он стоял у истоков становления мира на чеченской земле. Владимир Путин с рабочим визитом посетил Узбекистан. Там он встретился с президентом региона Шавкатом Мирзиёевым для заключения важных взаимовыгодных соглашений. В поездке руководителя государства сопровождал и глава Чеченской Республики вместе с сыном. Рамзан Хаджи Кадыров до начала государственных переговоров прогулялся по живописным местам столицы Узбекистана и пообщался с местными жителями. Подробности в следующем материале. Перед важными государственными переговорами глава Чеченской Республики совершил прогулку по центру столицы Узбекистана. Его сопровождает внук Ахмата Хаджи Кадырова Эли Кадыров. Делегация посетила местный парк и музей. Парк был построен за 7 месяцев. На территории парка у нас расположено 5 ресторанов, 15 торговых точек для людей, то есть магазины, маленькие торговые точки, лавки. По восторженной реакции прохожих можно судить, что Рамзана Хаджи Кадырова здесь любят и уважают. Каждый норовил сфотографироваться и пожать ему руку. Можно сына, Рамзан Ахматович? Ахмат Сила. Ахмат Сила, можно. Окей, Хаттас. Рамзан Ахматович, разрешите. Мы с Шымкента, мы гости. Давай.
Встреча лидеров двух государств прошла в президентском дворце Куксарой. Путин отметил особую дружбу между Россией и Узбекистаном, подкрепленную тесной историей развития в различных областях. И, по его мнению, такую связь необходимо укреплять. И в подписанном нами по итогам переговоров совместном заявлении определены долгосрочные ориентиры расширения двухсторонних контактов, поставлены задачи соответствующие. В рамках визита заключен целый ряд межправительственных соглашений и коммерческих контрактов. Многие из них направлены на активизацию практического взаимодействия в экономической сфере прежде всего. Это вполне естественно, поскольку Россия является одним из ключевых деловых партнеров Узбекистана. Переговоры завершились, и под председательством руководителей двух стран прошло первое заседание Совета регионов государств. Были отмечены основные отрасли, по которым Россия и Узбекистан будут наращивать взаимовыгодное сотрудничество. 6 лет назад мы вместе с Владимиром Владимировичем запустили механизм взаимодействия регионов двух стран, который на деле показал свою востребованность. Отмечу, что такое сотрудничество отличается высокой результативностью и способствует расширению долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Россией. В этой связи хочу поблагодарить уважаемого Владимира Владимировича за поддержку предложения о трансформации форума Совет регионов под нашим председательством и проведении его первой встречи в рамках программы государственного визита. Рад, что сегодня в этом зале вместе собрались руководители порядка 30 российских регионов и их узбекские коллеги. Здесь также присутствуют представители ведущих промышленных предприятий и бизнеса двух стран. Совет регионов России и Узбекистана, несомненно, будет учитывать позитивный опыт, наработанный за годы проведения форума регионов двух стран. Главное, чтобы новый формат отличался не только названием, но и по существу. В частности, уверен, что большее внимание межрегиональному сотрудничеству будет уделяться со стороны центральных органов власти обоих государств. Нет сомнений в том, что, несмотря на санкции и агрессивность Запада и Европы, Россия продолжит набирать мощь и наращивать дружественные связи с остальным миром, отметил глава Чеченской Республики. Ислам Мершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Глава региона Рамзан Хаджикадыров вместе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Адамом Делимхановым и председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым проверил ход строительства нового правительственного комплекса в Байсангуровском районе Грозного. О том, на каком этапе находится реализация проекта, рассказал мэр столицы. Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров подробно рассказывает главе региона о ходе строительства нового правительственного комплекса. По его словам, каркасные сооружения будут готовы к сентябрю этого года. Высота здания будет составлять около 70 метров. Это 16 этажей, включая 2 подземных. Помимо главного здания, рядом будут находиться еще 2 дополнительных административных корпуса, каждый из которых по 11 этажей. Кроме того, будет построено отдельное сооружение для размещения управления делами главы и правительства Чеченской Республики. В основном корпусе будут оборудованы большие и малые залы для совещаний, зимний сад, а также иные условия для благоприятной работы. Строительство планируют завершить в 2026 году. Зал для совещаний Yok naga briefing zala uж yok nag laqti ashit iz hun adelnayna kida yol ministerstvo shansan sodeleni shokta suchatan adelni fatsil waqta ha ugalaqta ha kabinetu tun buha ishit zallu qoqa izimni sat ishtuyu yok ujimi
وي هنز حق آخر بو نخبت شايد منسترستوش وش بقر بين ميل غير بو حاجة на сегодняшний день около 20 человек уж правительство администрации окей утро министерство цен чуба ищет хажаш предусмотреть на Глава региона благодарит Хасмагомеда Кадырова и всех тех, кто участвует в реализации проекта. Он выразил уверенность, что новый правительственный комплекс будет красивейшим и комфортным сооружением такого типа на всем Северном Кавказе. Халима Шахидова, Ибрагим Батаев. Неделя. Президент России встретился с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Общение прошло в формате видеоконференции. Среди них была и семья Халиковых из Чеченской Республики. В разговоре с ними Владимир Путин высоко оценил успехи как региона, так и всего народа в социально-экономическом развитии. Чечня, Халиков Хусейн Даудович и Халикова Таисия Ахедовна. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотел очень поблагодарить вас. Спасибо, что такое непростое для страны время уделили нам внимание и встретились с нами. Очень большое спасибо вам. Я благодарен нашему руководству, что они уделяют очень большое внимание нашим семьям, нашим людям. Благодаря вам, Владимир Владимирович, вашей поддержке нашей республики каждым днем уверенно идут вперед люди. Действительно, очень многое сделано в Чечне за последнее время. Прежде всего, благодаря самим жителям Чечни, благодаря чеченцам, всем людям, которые там живут. Я просто, знаете, с удивлением даже иногда наблюдаю, как развивается Чечня. Все дети семьи Халиковых уже взрослые и вносят свой вклад в развитие образования, культуры и творчества в регионе. В ходе общения они пригласили Владимира Путина в гости, на что президент России ответил, что постарается обязательно посетить республику. Первые группы паломников из Чеченской Республики отправились в хадж. Все их расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Проводил верующих помимо родственников и близких советник главы региона муфти Сала Хаджи Межиев. هور شرح مصو زمان شرح نخ حجز بقولش عمرتي بقولش نه دقنش حسش غيل شير مسك شير دقنش حسش صار دقي سانش دوخشش تخوص حاجة أبد عبيوش بالنخ وسكيمت يا شبع تقوش سقو وستعمل والش والسق تسع حاجة لدينا وات دحر حاجة بالخش بو غيل نخ بو مسك نخ بو حاجة لده ترويوش نخ بو وزغل والش ده لا وي باش رمضان حاجة وي موخ وي دريشي أوكرين موخ عقعيكش بول وي ويجري береши عالش باش دايل دنيا آخر دايل داش دايل قابل ساعدايل. В этом году верующим республики было выделено 3000 мест для совершения хаджа. По решению президента регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймани Несиевны путевки, включающие проживание, питание и транспорт первой группе паломников, оплачены фондом. Все они впервые в жизни отправлялись в хадж. جمع دندا وقبلخن حس وغر إفارت يرداق نيك دولش حين وربح نعوت تغم فتح بيركت أخ أحمد حجيز أرخيولش فوند بيركت أنا أردنر أدم حقوق رئيسين استل حجز قور داستيال إير فرداق بيولش تطو الله دالة ديكنس بيقن بويلب هذا الدخ نعمة بوخ وابو تخيط يولش دالة ويفتح ويقام ويبوخ دال زينة ظلمة أوكرانيا عبور ويبوسو وجرش دالة ساعد ويفتح واليل واشتغل والحمد لله رب العالمين.
В Грозном состоялась презентация 8-томного собрания сочинений известного чеченского писателя Абузара Айдамирова. На мероприятии собрались почетные гости, среди которых первый заместитель руководителя администрации главы и правительства, министр Чеченской Республики Хадижа Кадырова, министр здравоохранения Адам Алханов, деятели культуры, науки и поклонники творчества автора. Председатель регионального отделения Союза писателей Аламахат Ельсаев вручил медали за вклад в развитие чеченской литературы Адаму Алханову и Хадиже Кадыровой. Совет Айдалрадиал Чандуна, Цанни Меттяха, организация Яздар Хойкнир Алла, Кинак Осталдяшласа и Кайкарбе. Хадишта Шагот, Бери Бош Мушкюгал Дяшов, департамент Урхаля Йолчхена, Яздар Хойкар, Иланч Хойкар, Актер Хойкар, Бершица, Камелда Хундеш, Кайка Хойки, Хорани, Ахчанца үш соғышла хабақ кетер. Юға кидол шумантя, годвор сеузан. Адам ой куратор волчхена, шун магар кайгейн дахвахтин издание гущушун. Также Аламахат Ельсаев передал денежные конверты дочерям Абузара Айдамирова от Хадижи Кадыровой. Абузар Айдамирова дозаладу тахтан еждир хаохо эрхетсен бар томна ха йозан списим дебие тахтадерш يقصدنا صارت زامني رياح مش حاجندو إذا راح يزن حيحسن قاضي أو يجي يوزي طيرنا تسوي يقعدوا مخلون بوبليسيستيكا يقعدوا يسبح على بريزيدنش يقعدوا سن بايزي يقعدوا تسوي يالنا كيات يقعدوا تسوي يالنا يسيد كيات وين أمرش يخو أنا يسيد كيات سندتين دكتور وين علام جو بيركتي يوش يدرهو استان الدين حول يحاخيل وشوية أحيان. Премьер-министр Чеченской Республики Магомед Даудов провел первое совещание с членами правительства региона. На нем присутствовали руководители муниципальных образований и территориальных органов исполнительной власти. Уважаемые коллеги, прежде всего хочу поблагодарить дорогого брата, главу Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за оказанное мне высокое доверие возглавить правительство Чеченской Республики. Благодаря эффективной политике главы Чеченской Республики наш регион показывает положительную динамику по основным показателям социально-экономического развития. Сегодня мы проводим наше первое совещание, и я хочу заслушать доклад о текущем состоянии социально-экономического развития республики. Даудов заслушал доклады об итогах социально-экономического развития республики за первый квартал, а также о ходе реализации национальных и региональных проектов. Уровень жизни населения, величина прожиточного минимума, утвержденная постановлением правительства Чеченской Республики, составила 14 835 рублей в месяц. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в январе-феврале 2024 года составила 38 773 рубля или 112% к уровню аналогичного периода прошлого года. В Чеченской Республике проверили готовность к проведению Кавказского инвестиционного форума. Для этого регион посетил заместитель министра экономического развития страны Сергей Назаров. В Грозном он провел совещание по вопросам готовности площадки и деловой программы форума, который состоится 15-17 июля. С учетом того, что форум 15 июля, у нас времени совсем мало, уже достаточно, наверное, в плане организационно много согласованных позиций. Соответственно, мы понимаем, и здесь республика буквально, наверное, за последний месяц сделала достаточно много и по модернизации, приспособлению экспоцентра под выставочные площадки. И, собственно говоря, все организационные подходы для нас понятны уже. Значит, думаю, что особых каких-то сложностей не вижу, что нам удастся, в общем-то, все провести на высоком уровне. Участники совещания посетили дом приемов главы региона и павильон «Стройкар Экспо», где пройдут мероприятия. Сергей Назаров дал несколько поручений.
Матери участников специальной военной операции посетили зиярт устаза Ташухаджи в селе Саясан. Поездку организовал комитет семьи воинов Отечества по Чеченской Республике совместно с Департаментом по взаимодействию с религиозными и общественными организациями и фондом «Даймох». قهيت مغلوش دال زيرت قبل دال دانش دال جوب لويلا قهيت مغلوش دال اتعدوش دال فيتن سيغون دال ديرز دويلا قهيت مغلوش دال هورا نان شي دوزلتي نعمة غلوش شلس من يعتناتو غيلقا اتعتر قهي قربها ملوش دال قبل دال مسيري زيرت. Вместе с богословом матери бойцов сделали дуа, прося у Всевышнего уберечь чеченских воинов от всех бед. تخي أوكراني بخان بول تخيك انترشن دين بلات أبار ديوخش بيل بلا غازوات قوبل دويل تير تسكر واشوك موغش ميرش تأوير زو ستوسك أوخ تخي دوزلي تخي دايماك تأكاتر زو الله دال تخون هر خوز دالادين تخون هر صوغتين دايماك مسانا الله ريزخيل مسانا. В Грозном подвели итоги ежегодного республиканского конкурса рисунков и плакатов «Выборы глазами детей». В творческом соревновании участвовали ученики средних общеобразовательных учреждений и художественных школ республики. Работы принимались в 3 номинациях – учащиеся 5-7 классов, учащиеся 8-11 классов и воспитанники детских художественных школ. Мероприятие проходило в 2 этапа. Первый этап – это районный отбор был рисунков и плакатов. Дети показали высокий уровень своего развития, именно творческих намерений своих. Поэтому были представлены очень хорошие рисунки, плакаты. В конкурсную комиссию по подведению итогов были включены заслуженные художники Чеченской Республики. Победителям конкурса вручили грамоты и ценные призы. Я рисовала в последний раз 2 года назад, поэтому, когда рисовала, немного волновалась из-за того, что навыки... Но для меня удивительно получить 1 место, поэтому очень рада. Канада увеличит количество виз для жителей сектора Газа, а США заблокировали резолюцию о вступлении Палестины в состав ООН. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей рубрике «Умма». В Балтиморе завершился 49-й ежегодный конгресс, организованный исламским сообществом Северной Америки и Американским обществом мусульман. Мероприятие под названием «Непоколебимая вера. Доверие к воле Всевышнего» собрало десятки тысяч мусульман со всей страны. Президент Конгресса Мохсин Ансари сообщил, что около 190 докладчиков из США и других стран выступили на более чем 200 сессиях Конгресса. В России обсуждают возможность запрета ношения никаба. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил запретить в стране ношение головного убора, закрывающего все лицо, кроме глаз. Он подчеркнул, что даже в некоторых странах Центральной Азии они уже запрещены. Однако в правительстве заявили, что введение ограничений может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания. Министр миграции Канады Марк Миллер сообщил об увеличении количества виз для жителей сектора Газа, сообщает Аль-Джазира. Канада выдаст 5000 виз родственникам палестинцев, уже проживающих в стране. Программа была запущена в декабре, но теперь будет расширена. Миллер выразил обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнул важность сотрудничества с Израилем и Египтом для обеспечения безопасного пересечения границы. США заблокировали резолюцию о вступлении Палестины в состав ООН. Голосование проходило на заседании Совбеза Организации Объединенных Наций. 20 членов Совета Безопасности проголосовали «за». Швейцария и Великобритания воздержались. Как заявил постпред России Василий Небензя, США, проголосовав против, показали истинное отношение к палестинцам. На этом все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. В Чеченской Республике прошли рейды по злостным неплательщикам налогов. Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике провели масштабные выездные проверки, направленные на выявление и привлечение к ответственности должников. Хава Айдамирова расскажет подробно.
Сотрудники налоговой службы совместно с работниками службы служебных приставов региона выезжают по адресам неплательщиков. В некоторых случаях долги достигают нескольких сотен тысяч рублей. Транспортные налоги 433 тысячи, отцел налог. 154 тысячи. 600 тысяч. Такое же мероприятие прошло и в Гудермесе. Инспекторы информируют должников о важности своевременной уплаты налогов, напоминая об ответственности перед законом. При неуплате долга проводится опись имущества, после чего должник обязан погасить задолженность в течение 10 рабочих дней. В противном случае это имущество будет реализовано судебным приставом для погашения долга. Там по поручению главы рейдового мероприятия шешту по республике Дон. Налог шна, налуряцер тел швартиона, задолженность шна ой. Санте хочет дик доцуг та дозуч. Ой местный бюджет, цена ой чуахиш бюджет, ой школе гня бегдеон, садик гдеон. Иштиал что я на просто даер чани готовым видеон. Це не архаёх шукой налог. Рейдовые мероприятия по всей республике будут продолжаться до тех пор, пока все задолженности по имущественным налогам не будут погашены. Эти действия направлены на повышение ответственности налогоплательщиков, отмечают представители налоговой службы. Хава Айдемирова, Халимат Шахидова, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. Чеченскую республику посетила делегация из Казани во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального совета Всемирного конгресса татар Василием Шайхразиевым. Встретил гостей помощник главы региона, министр по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Цель визита гостей – подготовка к татарскому национальному празднику Сабантуй, который пройдет этим летом в нашей республике и соберет множество гостей и членов правительства двух регионов. Пользуясь случаем, хотя мы только готовимся, я хотел бы сказать огромные слова благодарности главе республики Рамзану Ахматовичу Кадырову за полное понимание и за поддержку. Уверен, что мы достойно проведем этот праздник, и отзывы людей в душах это будет надолго-надолго. У меня на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.